Отставание от графика и приостановленные строительные работы. Вот картина, которая предстала в башенном комплексе Цори. Такое исполнение поручения главы Ингушетии проверяющих не устроило, и принято решение о расторжении договора с подрядной организацией и взыскании выплаченных средств. Сроки чекани. Ухозы тахада хадурду. Уксил полностью проверить за условием этих средств договор расторгнут. Вы определите, кого хочу, а я бог дачу бахом. Что еще? Это 15 июля борта шибота срок убивать. В конце августа прошлого года на территории башенного комплекса обрушился один из наземных склепов. Все из-за подмыва основания стены рекой. Чтобы захоронение полностью не обрушилось, на этом участке строители должны были укрепить берег. По факту проведен лишь малый фронт работ. Например, эти выложенные камни и выровненный небольшой участок земли. Вот тот самый склеп, который обрушился в августе прошлого года. И судя по выступам на стенах, здесь было как минимум 6 уровней захоронений. На данный момент от склепа остались 3 стены. И то эта сторона держится на честном слове. Трещина здесь тянется от основания до самой верхушки склепа. Одно колебание, и объект может рассыпаться. Реставрация склепа – еще один вопрос, для обсуждения которого на место выехала правительственная комиссия. Для начала нужно составить план предстоящих работ. Для этого в Цори приехал директор реставрационной компании Алексей Михайлов. Его коллеги и составят проект для проведения работ. Давайте примерно сроки, какие у нас идут. Очень жаль. Давайте я за неделю противоаварийную сделаю. За следующую неделю. Все хорошо. Алексей Михайлов в Ингушетии не первый год. По реставрационным проектам его компании ведутся работы и на других башенных комплексах. После предварительного осмотра план необходимых противоаварийных и восстановительных шагов понятен. Расчистить завалы, откопать этот мягкий грунт до скального основания, сделать широкие каменные плиты, именно каменные плиты основания под стену. Значит, чуть-чуть поднять стену на вот этот аварийный уровень. Соответственно, используя по составу оригинальные растворы, мы поднимаем обратно в стену, ремонтируем 3 сохранившихся стены, ремонтируем остатки свода и доделаем свод. Из этого башенного комплекса вышли около 100 ингушских фамилий. Во времена, когда здесь кипела жизнь, Цори был маленьким городом с более 60 жилыми и 3 боевыми башнями. На данный момент большая часть построек уже разрушена, другая нуждается в реставрации. Он ещё хам хади никбали гала что ежели асклеп что ежели шамаш хади дикрдвей мастергида это. При обвале склепа в августе прошлого года были обнаружены останки более 200 человек, а также одежда, головные уборы, как мужские, так и женские, знаменитые ингушские курхарсы, посуда, музыкальные инструменты и почти полный комплект воина. По указанию главы Ингушетии из Фонда национального развития республики было выделено более 4 миллионов рублей на берегоукрепительные работы и 815 тысяч на установку системы наблюдения. Муслим Ганиев, Джамалей Султыгов, Новости 24.